Юные спортсмены только вернулись с соревнований, но уже вышли на поле, чтобы продолжить тренировки. Они приняли участие в крупном детско-юношеском турнире АМС Спорт «Территория футбола». Несколько раз в год он собирает около 100 команд со всей страны и ближнего зарубежья. Якутскую школу представили 40 воспитанников. У нас футболом занимаются дети с 4 лет. С середины марта в течение месяца для наших воспитанников были организованы сборы среди футболистов 2016, 2015, 2014 и 2012 года рождения. По итогам соревнований спортсмены самой младшей возрастной группы 2016 года рождения завоевали золотые медали в своем дивизионе. Во время турнира они сыграли матчи против команд из Сочи, Краснодара, Московской и Ростовской областей. Хочу отметить, что соревнования в городе Сочи прошли на очень высоком уровне, но детям сначала было тяжеловато, но с каждой игрой они обретали уверенность. Вот. Так, дети впервые участвуют на таких масштабных турнирах первый раз. Несмотря на то, что для ребят это было дебютным выступлением на данном турнире, якутяне взошли на высшую ступень пьедестала. В полуфинальной игре они одержали победу с разгромным счетом 12-2. Автором первого гола стал самый младший игрок команды Артем Игнаткин. Такую слабую передачу дали, я сразу раз и отманул, и там было пустой ворота, и я забил гол. Потом все меня обрадовали, когда я забил гол. Я обрадовался, когда меня поздравляют. Наравне с мальчиками в турнире участвовала и девочка Алена Ионова. Она занимается футболом уже 2 года. На соревнованиях она также сыграла немаловажную роль. Я запомнила больше всего, как я почти забила с подкатом. Мы играли, потом я отобрала мяч, подключилась, и потом почти забила, но вратарь поймал в руки. Проявившие себя футболисты школы имеют возможность пройти стажировку в ведущих академиях страны. Так, в декабре один из воспитанников был зачислен в столичную школу «Сокол». Успех футболистов во многом зависит от тренеров. По признанию наставников, работа с юными спортсменами кардинально отличается от работы со взрослыми атлетами. Футбольный тренер должен готовиться к каждой тренировке индивидуально, подбирать упражнения под каждую возрастную группу. Это очень интересно. Сложные ситуации каждый бывает, но от характера ребенка зависит. Возможно, ребенок не так воспримет какие-то слова тренера, поэтому нам нужен индивидуальный подход к каждому ребенку. Залог победы – это не только отдельно взятые сильные игроки, усиленные тренировки или работа тренера. Один из инструментов, с помощью которого куется победа – это командная работа. Футбольная школа «Спартак Юниор» работает в Якутске с 2019 года. За время работы футбольный манеж стал буквально вторым домом для множества юных спортсменов. Сейчас в ней обучается около 170 воспитанников разного возраста. Всех вместе их объединяет увлеченность любимым видом спорта. Влад Сергеев, Юрий Осипов, Семен Афанасьев, Якутск.